Приветствуем вас в новом 2017 году. Это первый выпуск диванных аналитиков в новом году, который у нас под символом петуха, да? Да. Вот. Сегодняшняя тема у нас Так, у нас после долгих каникул новогодних. Это у нас что, министр? Да, новый? сейчас сразу не говори, просто так вот, исходя давай из последних таких ярких событий смотрим. Наиболее актуальной темой, вот на прошлой неделе была тема назначения нового министра. И его интервью. Да, его интервью нового министра инвестиционного развития и предпринимательства. Ну, Антон Сафронов. Сафронов, да. Вот на твой взгляд, вообще, вот эта тенденция брать в правительство молодых людей, она как правильная, хорошая? Мне кажется, что в принципе это хорошо, да? Мы посмотрели сегодня, прикинули, действительно идет, если посмотреть последнее назначение, никто не сможет обвинить Егора Афанасьевича, что у нас одни и те же там, что у нас партия там, что у нас власть там всегда пожилых там, да? Застой кадров, там, да. Действительно идет очень много молодых приходит. Другое дело, что проблемы остаются от этого. Ну, вот есть мнение, что они молодые, малоопытные, и, соответственно, не смогут самостоятельно продвигать какие-то решения, и они будут, соответственно, зависеть от руководства республики в том, что, какие программы реализовывать. То есть, опять же, на местах исполнители, а не люди, которые готовы взять на себя инициативу, что-то там менять и развивать. Это люди как бы сырые, не имеющие... Ну, сырой. Големы такие, такие сырые такие. Да, такой. Еще не обожженный. Да, такая, знаешь, такая масса, такая, очень такие формы пока грубые, аляповатые. С одной стороны, можно лепить, да? Что хочешь. Что хочешь. С другой стороны... Не, ну, с другой стороны, они молодые, гибкие, и, может быть, у них мышление не закостенело, не стереотипное, они готовы, может быть, что-то увидеть, заметить новое. Но, например, тоже интервью Антона Сафронова, нашего нового министра, оно как бы его не раскрыло. То есть оно раскрыло его, но как-то совсем не в том свете, которым хотелось бы увидеть министра. Не, ну как тебе, допустим, вот эти выражения, как вот какие фразы тебе больше всего запомнились? Вот вспомни вот. Я из того интервью, которое было дано, я вынес для себя основные мысли, что поскольку он занимался спортом, то для него важно именно вот этот спортивный дух. Да. Воля к победе, воля к достижению целей. Ну, это ты уже ты ерничаешь. Ну, как бы он это ставит выше, чем, как он сам сказал, интеллект и опыт. Но он, наверное, не это хотел сказать. То есть, целеустремленность, видимо, имел в виду. То есть, имеется в виду, что не важно там иметь там гарвардские там вот эти все... Не, ну у него как раз и гарвардский. Вопрос в том, что для него важно, чтобы человек был целеустремлен в достижении тех целей, которые он поставил. Ну, конечно, это, в принципе, хорошее качество. Да. А другое его высказывание, которое у меня вызвало вопрос, это то, что вот важно, просыпаясь утром, помнить, о чем думал вчера. Ну, скажем так, я здесь немного как-то... Ну, я, конечно, согласен, это правильно, надо помнить о своих планах, задумках и многие, между прочим, думали, что же он хотел этим сказать. Даже твои, по-моему, одногруппники, коллеги, они очень глубокий смысл вкладывали. То есть вложили в эти слова смысл, что он имеет смысл исторический, то есть надо помнить там наследие предков, корни, там что-то еще. На самом деле, может быть, все проще, да? Не, а я считаю, что я готов услышать слова о необходимости помнить свое прошлое от министра культуры или образования, но от министра по инвестиционного развития я хочу услышать слова, связанные с экономикой. Говорить правильные слова могут все. Надо любить родителей, там, да? Надо помогать старшим там, и прочее, и прочее. Это правильные вещи. Его может любой человек. Но министр, он должен говорить о своей отрасли. Рассказы о том, как он учился, как он пытался создать бизнес, и бизнес этот был у него не самый успешный. Ну, я понимаю, опыт негативный – это тоже опыт. Может быть, он из этого действительно извлек что-то ценное там. Но кроме этого, ничего другого жизнеутверждающего от него не было услышано. Мной. Может быть, тут коллеги даже говорят о том, что, возможно, это был просчет людей, которые отвечают за информационное обеспечение. То есть интервью было, дескать, подано как-то так неграмотно, что в итоге... Не надо говорить неграмотно. Просто в нем акценты были не в ту сторону направлены. Да, но с другой стороны, не надо пенять на зеркало, с одной стороны. Да? То есть это же... Не могут из тебя пиарщики вылепить полностью тебя, да? Ты тоже должен с собой что-то представлять, ты тоже должен подавать себя каким-то соответствующим образом. Грубо говоря, теперь уже назначенный министром, он должен понимать, что ему неоднократно придется встречаться с прессой и озвучивать какие-то рабочие вещи и прочее, прочее. Здесь ему нужно быть готовым и к каким-то вопросам острым,
и, возможно, к ситуациям, где его захотят кто-либо на что-либо спровоцировать. Самым неправильным в этой ситуации было бы замкнуться, закрыться, сказать, что журналисты там, или блогеры, как всегда, во всем видят плохое, у людей там низкий уровень, вы не понимаете, там, что нам главное привлечь инвестиции. Тут мы надеемся, что все-таки хватит мудрости, ну, скажем так, взвешенности у нашего руководства, да, чтобы принять к сведению, что вот так публично выступать, наверное, не стоит. В следующий раз либо человека готовить. Уже очень много лишнего наговорил. Например, то, что он обучался за счет Егора Афанасьевича. Да, за счет компании РИК. Он вернул деньги компании Shell, которых потребовал обратно, когда он заявил им, что ребята, я не хочу к вам возвращаться. Честно говоря, в этой ситуации... Они за него заплатили. За него заплатил Егор Афанасьевич? Вот смотрите, мне в этой ситуации смутил... За нас не платили? Вот, честно говоря, вот этот момент очень смутил меня, да, и заставил даже задуматься. Вот компания, он сказал инвестиционная компания, да, но все быстро поняли, о какой компании идет речь. Другой у нас нет. Да, республиканская инвестиционная компания, более известная как РИК. И он здесь, и как-то для меня стало непонятно, то есть РИК вообще чем занимается? Да, то есть оно, получается, всем занимается. Оно финансирует производителей напитков, оно финансирует производителей одежды, оно финансирует еще кого-то и оплачивает кому-то учебу. Строит там эти дома, школы, железную дорогу никак не может достроить и одновременно обучает. То есть получается, это какой-то такой бездонный карман, в который можно лезть. Не то чтобы бездонный, это карман просто. Да, это карман, который можно распоряжаться как хочешь. Залез раз, дали тут. На Чингисхан раз, дали там. А потом раз что-то нужно, все, деньги кончились. И как будто бы... А главное, отчет за результат где? Отчет за результат, да, вот. Да, и по какому принципу вот это было? Казалось бы, мелочь такая, ну там мало ли, там человеку надо помочь, там то сюда. Ну, где программа, разработанная и утвержденная правительством? Должна, по идее, программа быть обучение кадров, какой-то там управленческий резерв. Там, да, опять же, нужно согласовать с депутатами. Он просто пришел, постучался на дверь, да. Ему дали. Они мне пригрозили начальству. Мне помогли республика Егор Афанасьевич. Стучусь на дверь, Егор Афанасьевич. Не должно происходить финансирование кого-либо в обучении через такой механизм, как РИК. Ну да. У нас есть департамент, да, у нас есть какие-то Министерство образования, в конце концов. Будучи министром, и вдруг он должен его возвращать. Ну да. То есть как? Ну как? Зарплаты свои отдавать в РИК там. Или как-то выгодно для него какие-то там контракты, инвестиции туда пихать. Ну да, то есть на самом деле он... Кто его знает, чем он обязан перед В первую очередь он должен уже не республике, а РИКу. Как бы республика... Работать на благо республики он будет или на благо отдельно взятой компании? Да, есть работать на благо предпринимателей, ему сейчас не особо выгодно. Да? Это какая-то масса лично недовольных людей. У него конкретно есть Егор Афанасьевич и РИК. Он в этом своем выступлении обозначил. Но хорошее, что можем сказать? Все-таки наши коллеги, вот предприниматели из нашего бизнес-сообщества, были положительные отзывы, между тем не менее, да? Люди надеются, что молодой человек будет именно настроен на контакт с бизнес-средой, да, есть хорошие на отзывы, то, чтобы понять среду, в которой работают люди, и действительно работать над тем, как улучшить бизнес-климат, а не выполнять какие-то формальные поручения, какие-то критерии достигать непонятные. Очень неоднозначное пока впечатление. Есть хорошие отзывы от предпринимателей. Уже люди встречались с ним. Ну, скажем, не отзывы, а ожидания. Ожидания, да, и отзывы тоже есть. Как бы наши коллеги, предприниматели встретились с ним, сказали, что в принципе человек вроде адекватный и готов выслушать, там, то все, и идет на контакт. Ну, в общем, поживем и увидим. Поживем и увидим. Вице-премьер Якутии обвиняется в том, что он купил свою диссертацию. Даже не плагиатом ее, как бы, не сплагиатил ее, грубо говоря, а купил именно. То есть он, грубо говоря, написал какую-то, херню, но полностью не соответствующий тому, как должны быть написаны. Да? Не, ну если он купил, значит он заказал, а ему сделали что-то ненадлежащего качества. Ну, скажем так, во-первых, он заказал ее, а во-вторых, мог сделать ее и сам наклепать из чего угодно. Просто такую работу утверждать не должны были в таком виде, но ее утвердили. Потому что там накидал всякой херни, всех документов. И, грубо говоря, мы когда писали курсовые работы, извини, даже нам докапывались, тут, извини, такой второй человек республики пишет откровенную туфту, берет закон. Это, грубо говоря, ты возьмешь, ты писал дипломную работу? Конечно. Вот, или даже курсовую. Ты берешь полностью книгу там какого-нибудь историка, абзац полностью, вообще даже не знаю, не абзац, а полкниги, и в свою курсовую вставляешь. И даже без ссылки на то, что ты должен, по идее, сослаться, сказать, что вот такой-то, такой-то об этом по поводу ты, в принципе, сослался на это, но ты это подал как свой текст,
И при этом это у тебя заняло вообще там пол твоей курсовой. И Ну, тебе, это уже естественно, да. преподаватель скажет тебе, все, иди пересдавай. А тут у нас, извини, такой высокопоставленный человек и вот таким образом себя ведет. Какой пример он подает подрастающему поколению-то? Они почему стремятся к этим научным степеням и прочее? Потому что благодаря определенным статьям в законе о службе, они за это прибавку получают. То есть, если ты там кандидат и прочее, у тебя зарплата на некий процент увеличивается. То есть, корыстный такой элемент. То есть, ты просто чиновник, либо чиновник со степенью какой-то научной, и ты будешь получать и большие оплаты. Как так-то, да, падре? То есть, сейчас идет целенаправленная все-таки работа по сокращению всяких непонятных их филиалов. Слушай, а может быть, на самом деле, может, это мы дураки? Никакими ништяками не пользуемся. Надо было купить корочку, столько всех возможностей. Я так сижу, все это пишу, такой думаю, блин, что-то, короче, то ли я дурак, то ли, блин, мир такой несовершенный, блин. Вот надо было тебе в Гарвард ехать, РИК просить, чтобы тебя заплатили. Потом РИК. вот сюда отправлять письма, чтобы тебя взяли. А почему, кстати, РИКу, вот вернемся опять к теме министра, да, вот опять же, что все, если с учетом того, что все покупается и продается, почему бы РИКу не построить социально значимый объект, знаешь где? Возле Кангалас. И что это за объект? Дом журналиста. Ну да, кстати, столько лет дом журналиста. Журналисты тут, понимаешь, в республике трудятся, а не имеют своего собственного Поэтому, дома. да, я предлагаю республиканской инвестиционной компании на Кангаласском мысе. Да. Красивый дом. Коттедж, особняк. Большой. Большой дом, особняк, да. Чтобы любой журналист республики мог приехать, отдохнуть с видом на реку Лену. Но мы бы там, наша редакция бы там, нам был бы отведен уголочек, как людям, которые будут следить за порядком. Да. И за тем самым еще за содержанием. Да, там будет бильярд, будет там массажный, да, там эти тир будет, барная стойка, там все для того, чтобы журналисты отдохнули, просвещались и обогащались духовно. Да. Энергию кангаласскую черпали. Воздух чисто дышали сосновым. Ну да, а прокуратура потом придет, а тут же ОНФ или кто там, кто-нибудь скажет, жалко же, что, все-таки у нас... Чушь сносить-то, построили, так построили. Построили же, да, поэтому я считаю, что РИКу надо все-таки этот вопрос рассмотреть. Да. В 2030 году туризм будет основной источником дохода. Да, вот потом нам позволят приватизировать ее и сделать гостиницу для туристов. Да. Зарабатывать. Будут журналисты, горят же все время деньги, журналисты. Да, тут самостоятельно зарабатывать. Тут самостоятельно будут рекламировать свои услуги через свои издания и зарабатывать денежку. Да, так что, в принципе... Но к тому времени вам надо успеть сделать диссертацию. Да. Придумаем. Диссертацию мы сделаем. Андрей, если что, нам поможет. Да. Ну, собственно, все, на этом можно уже заканчивать. Теперь, как говорится, я такой думаю, действительно, столько в голове знаний, которые пропадают ты с ними, ты не делись сейчас. Может нам пересмотреть все-таки позицию издания? Нет, ты думай. Да, думай, все, не делись секрет. Успехов вам в новом году и до встречи в следующем выпуске. Да, все. До свидания.